Вы смотрите обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Риэлторская деятельность должна регулироваться в России законом, а при этом за его нарушение следовало бы установить административную ответственность. Такое мнение прозвучало на круглом столе в Общественной палате. В первую очередь следует законодательно выделить сферу риэлторской деятельности и ее место в правовом регулировании. Кроме того, необходимо определить систему уплаты налогов риэлторов, установить барьеры доступа в профессию, утвердить профессиональный стандарт работы и ввести обязательное страхование ответственности. В России насчитывается примерно 60 миллионов домовладений, и в среднем 3 миллиона из них, по статистике Росреестра, ежегодно меняют своего владельца. При средней цене квартиры примерно в 2 миллиона рублей общая сумма сделок превышает 6 триллионов рублей ежегодно. А это больше, чем выручка всей строительной отрасли, отмечают эксперты. При этом за помощью к риэлторам обращаются около 75% участников рынка, а выручка риэлторских услуг оценивается примерно в 150 миллиардов рублей ежегодно. Российские производители микроэлектроники и техники предупредили о возможном подорожании своей продукции. По их словам, рост цен в ближайшем будущем может быть связан с замедлением логистических и производственных цепочек из-за пандемии коронавируса, а также повышенным спросом и продолжающимися торговыми войнами, в первую очередь между США и Китаем. Участники российского рынка отмечают, что сталкиваются с теми же проблемами, что и весь мир, дефицитом основных комплектующих, прежде всего чипов. Во многом он связан с тем, что ведущие производители электроники из разных стран, опираясь на собственный прошлогодний опыт, наращивают запасы на складах, создавая повышенный спрос. Ситуация в России усугубляется отсутствием собственного производства полупроводников для бытовой электроники. При этом отечественные сборочные предприятия не являются приоритетными клиентами иностранных поставщиков из-за небольшого объема заказов. Однако рост цен может стать временным, отмечают эксперты. Правительству России к 1 марта поручено обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также обучение безработных. Компания, взявшая в штат человека, который зарегистрировался безработным до начала этого года, получит субсидию в размере 3 минимальных размеров оплаты труда. Это с учетом обязательных платежей и районных коэффициентов. При трудоустройстве безработного компания получит первым род после завершения первого месяца работы, второй после третьего, а третий после седьмого. Так создаются условия для удержания новых сотрудников в коллективах, добавили в Минтруде. Всего на эти цели заложено 12 миллиардов рублей. Правительство России выделит более 25 миллиардов 400 миллионов рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Подчеркивается, что денежные средства будут направлены из резервного фонда правительства России. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие 5 лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 миллиардов рублей. По ее словам, в этом году на эти цели планируется выделить 100 миллиардов. Процесс модернизации затронет более 3000 медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в этом году уже около 40 миллионов россиян, отметила вице-премьер. После выхода телесериала «Ход королевы» на Netflix испанская компания, производящая шахматные доски, столкнулась с резким ростом спроса на свою продукцию. Сериал «Ход королевы» – это история становления гениальной шахматистки, которая пройдет сложный путь от старой деревянной шахматной доски в подвале детского приюта до зала, в котором напротив нее в качестве соперника будет сидеть легендарный советский шахматист. Рассказывает Артем Сторонов. Испанская компания Речападос Феррер, занимающаяся производством шахматных досок, внезапно обнаружила, что спрос на ее продукцию резко вырос. Как выяснилось, причиной тому стал выход сериала от Netflix «Ход королевы», основанный на одноименном романе американского писателя Уолтера Тевиса 1983 года. В нем рассказывается история шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира. В финале она приезжает в Москву, чтобы сразиться с одним из советских гроссмейстеров. В этом матче в кадре появляется шахматная доска от Речападос Феррер. Представители компании, штаб-квартира которой располагается в городе Ла-Гаррига, недалеко от Барселоны, рассказали, что после выхода сериала число заказов у них выросло в 2 с лишним раза – с 22 тысяч в 2020 году до 45 тысяч в 2021. Теперь желающим получить их доску придется ждать как минимум до 2022.
Una de nuestras características más importantes es que Одной из важнейших особенностей нашей компании является то, что мы изготавливаем доски специально под клиента, доводим до совершенства придуманный ими дизайн. Например, для этого покупателя из Англии мы сделали доску из синего дерева с персонализированной полосой. По словам Давида, доска, появившаяся в финале «Хода королевы», одна из самых востребованных. Приобрести ее можно лишь у одного поставщика в Берлине, где проходила большая часть съемок сериала. Однако в связи с ростом спроса компания подумывает о том, чтобы наладить альтернативные каналы поставки. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.